ЧП на транспорте со смертельным исходом. Сегодня в полдень в столичное ГИБДД поступило сообщение о несчастном случае недалеко от пригородного поселка Табага. Трагедия произошла с водителем автобуса маршрута номер 101. На место немедленно выехали скорая и автоинспекторы, но, к сожалению, шансов спасти пострадавшего не было. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. По сообщению очевидца, к развилке на 25-м километре Покровского тракта автобус подъехал с включенными аварийными сигналами и встал на ремонт. Через некоторое время работавший неподалеку тракторист заметил, что водитель автобуса долгое время не шевелится и заподозрил неладное. Вот увидел ноги. Думаю, ремонтируется. Еще пару раз гребанул, почистил. Долго не двигается. Выскочил сюда, подбежал, он уже все мертвый лежит. Водитель трактора вызвал скорую и полицию, но медики смогли только констатировать смерть из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Незаторможенный автобус наехал на голову водителя. На 25-м километре Покровского тракта, дороги, ведущей с поселка Старого Табага, под маршрутным автобусом ЛиАЗ номер 101 обнаружено тело человека. По предварительным данным установлено, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, когда ремонтировал заднее колесо автобуса, не поставив его на стояночный тормоз и не использовав противооткатные упоры. В данный момент в МУП ЯПАК создана комиссия по расследованию ЧП, в которую вошли представители трудовой инспекции. Стоит отметить, что в ходе проверок в прошлом году Труднадзор выявил нарушения в работе предприятия. Было выявлено 9 нарушений, касаемых оплаты труда и охраны труда. То есть по данным нарушениям работодатель и юридическое лицо были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа примерно составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, доследственную проверку проводят сотрудники Следственного комитета республики. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Афанасий Николаев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.